Сегодня у нас 24 мая 2017 года. Судебное заседание по компенсациям отложено до 10 часов завтрашнего дня. Почему происходит процедура затягивания, мне непонятно. Суд намекает представителям ответчика принести дополнительные документы в обоснование законности принятого решения. Не хватает одного документа, протокола комиссии Государственного совета по социальному развитию. Мы будем ждать этот документ завтра. В принципе, по решению суда я и к прениям, к выступлению окончательному был готов и вчера, и сегодня. И я думаю, что суд должен вынести решение в данном случае. Все говорит о том, что мы рассчитываем на положительный исход. И каждому гражданину огромная благодарность за поддержку. Я ее ощущаю. Всем спасибо. Хотелось бы сказать, ради чего мы тут собрались все, да, и по какой причине вообще. Я всегда транслировал населению, и в том числе и власти, о том, что сам процесс судебный, он не ради процесса, он ради того, чтобы льготы были возвращены. То есть только внесение изменений в республиканский закон и возврат 20, 50, 70 на первого, второго и третьего ребенка, только при таком подходе наш республиканский закон будет соответствовать федеральному. И если бы власть или Государственный совет месяца 2-3 назад, когда услышало население, если бы они обратились, все-таки подумали над этим законом, соответствует он или нет, да? То есть когда были выступления в Ухте, демонстрации у нас, если бы было желание бы услышать население, этого процесса бы не было. То есть я надеюсь, что все-таки каким-то выводом, что ли, да, к работе над ошибками у нас все-таки прислушиваются, и население будет не только слышать, но и слушать о том, что они говорят. Цель была в этом. Сегодняшнее заседание показало вообще проблематику в республике, проблематику в формате компетенции тех людей, которые принимают законы. Роман сегодня озвучил много проблемных вопросов, нарушений со стороны ответчиков, со стороны защитников, скажем так, главы республики, со стороны защиты Госсовета. Внятных, четких обоснований мы не услышали. Как и не услышали ни цифр, ни конкретных ответов на поставленные вопросы. Надеемся, что завтра решение все-таки примут в нашу пользу, в пользу родителей, потому что в Башкирии уже отменили такой законопроект. Надеемся, что у нас также будет. В Башкортостане принято решение о возврате родительской компенсации при оплате за детский сад всем категориям семей. Сегодняшний пост депутата Государственного совета Артеева, который голосовал за принятие данного законопроекта, а сегодня сообщил о том, что необходимо вносить изменения по опыту и аналогии с Башкирией, да, он говорит о том, что, возможно, Государственный совет населения услышал. Здравствуйте, зовут меня Искандаров Руслан. Хочу рассказать небольшую историю о том, как принимался закон. Не принимался, а обсуждался закон в Общественной палате. Закон 144 по отмене льгот многодетных. Там не только этот закон обсуждался вообще все социальные выплаты, обсуждались лишения части пенсии ветеранам, афганцам, ветеранам Чечни. Обсуждалось перераспределение бюджетных средств на социальные нужды. То есть я выступал, был там в качестве эксперта. Госпожа Киселева, председатель Общественной палаты, подала этот законопроект как чуть ли не обязательный к исполнению. Как она сказала, что был сигнал с Москвы, что этот закон должен пройти, и мы его должны одобрить. То есть такая работа Общественной палаты. Да, забыл сказать, что в Общественной палате я работаю в рамках соглашения с общественной приемной при главе Республики Коми. То есть со мной подписано соглашение о сотрудничестве, и я являюсь там экспертом в некоторых вопросах. Завязалась бурная деятельность по обсуждению этого закона, по обсуждению ветеранов.
Было СМИ, на этом присутствовали СМИ, присутствовали журналисты, присутствовало телевидение. Ну, они засняли всю вот эту бурную деятельность с самого начала, но, как правило, СМИ никогда не сидит до конца. А вот в конце самое интересное начинается, когда дело доходит до голосования и заполнения протокола собрания. Протокол собрания вела Александра, с которой я сидел рядом, видел, как она это все записывает. Протокол почему-то велся в блокноте. На мой вопрос, почему протокол собрания ведется в блокноте, мне было сказано, что мы это все перепишем как надо и передадим в Госсовет для принятия уже законопроекта, естественно. Ну и дошло до голосования. Что меня поразило, то что за отмену части пенсии ветеранам голосовал господин Пасечник, который на тот момент находился руководителем Совета ветеранов. Он громче всех обсуждал этот закон, он громче всех был недоволен, но когда время дошло до голосования, он проголосовал за, без всяких изменений, что поддерживает. Ну и также, естественно, проголосовали за закон о лишении компенсации. То есть все это было внесено в протокол, я единственный, кто проголосовал против. И попытался объяснить свою позицию, то, что это вызовет массовое социальное напряжение, социальное недовольство людей. На фоне спада рабочих мест, на фоне спада даже официальной зарплаты среднего дохода по региону у нас, на фоне неофициального спада, а естественно, то есть фактического спада дохода наших жителей Республики Коми. Вот ударить по самому больному, по детям, но это что-то из ряда вон выходящее. Ну, к чему это привело? Привело это все к тому, что, естественно, протокол собрания был составлен потом без нас, так как им надо, был передан в Госсовет. В Госсовете было сказано, что общественность поддержала. Вот так вот, товарищи. Оказывается, общественность поддержала этот закон. После данного мероприятия я был, как мне сказали кулуарно, госпожой Киселевой объявлен персоной нон-грата в этой общественной палате, ну, потому что я не в их формате, то есть не голосую так, как им надо, то есть у них обсуждать можно все, что угодно, но голосовать надо именно так, как они хотят. То есть перестала со мной работать общественная приемная после этого, то есть нам закрыли, нам как общественникам, как многодетным, закрыли все площадки дискуссионные. То есть мы не можем сейчас даже пробиться к главе, уже год пытаемся пробиться к главе через представительство Терского войскового казачьего общества, господин Вдовин Виталий Иванович Атаман, уже год пытается пробиться, никак не может, писали письма что специально создается общественная напряженность. У нас, что людей выгоняют со всех дискуссионных площадок, выгоняют их на улицы, тем самым их как бы маргинализуем, не давая просто другого выхода, как только взять плакат и с плакатом стоять и митинговать. А что за этим случается, мы можем видеть. Это аресты, это задержания, это административные дела. Ну и, естественно, потом показывают на этих людей пальцем, говорят, вот смотрите, они на улице стоят и кричат, хотя они сами же нас и оттуда выгнали. Насколько я знаю, сейчас вот, например, Романа Койдена удалили с интернет-ресурса телезащитник. Не просто его там заблокировали, а удалили даже все его советы и комментарии, которые он давал ранее. То есть вот что сейчас происходит. Я не знаю, знает ли это Ябликов Сергей Анатольевич, что происходит. Либо это делается вот этой командой Гайзера, как они себя называли, но теперь они почему-то не команда Гайзера, которая сейчас сидит и в общественной палате, сейчас сидят и в желтом доме, в глаза губернатору улыбаются, а что делают с людьми, то есть тут непонятно. Наш регион раньше был самый спокойный, социальной напряженности здесь не было, люди работящие, люди трудолюбивые, мы готовы работать, но мы готовы работать не за бесплатно, естественно, мы готовы работать за нормальную зарплату, мы готовы работать за нормальные условия жизни нас и наших детей. Нас поддержал, то есть данная проблема уже дошла до Москвы, и нас поддержал Иван Белецкий, это партия националистов, но больше нам не к кому было обратиться. То есть он нас поддерживает информационно, он нас поддерживает определенно ресурсово.
Вот. Поэтому это фактически сейчас крик души, да, мы призываем к общению, мы призываем к дискуссии, мы призываем к работе общественной палаты, мы призываем к работе общественной приемной, но нам везде сейчас двери закрыты. И мы негласно персоны Новгород. Благодарю.